Саламатсыздар достор. Биз кайрадан жабык көрсөтүүдөбүз. Жабык көрсөтүүдөбүз, бирок кичине башкачараак жабык көрсөтүүдөбүз. Бүгүн биз сериалдын премьерасындабыз. Сериалды көбүнчө кинолорду, мурдакы кинолорду силер кинотеатрдан көрчүсүңөр. Бул сериалды силер YouTube тармагынан көрө аласыңар. Эми ушул сериал кандай болгонун, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Всё нормально? Отлично. Отлично. Да. Со школы идёте? Последний, да. Поздравляю. Какие планы? Играть в Roblox. Гулять и веселиться. Все, спасибо. Пол летом. О, все, спасибо. Вы себя можете увидеть. Скоро смотреть будем. Форсаж, все, смотрите. Да. Кыргызские фильмы смотрите. Самое главное, кыргызские фильмы смотрите. Поддерживайте. Еще они дочники. Полчан. Да, вот, мына достор ушинтип, да, пожалуйста. Мына ушинтип биздин көрөрмандар, ушул сериалда азыр кандай болгонун, кантип тартылганын жана эң өзгөчө башкачасы бул Казакстандан тартылыптыр. Ошон үчүн жүрүңүздөр, кеттик. Недавно, пару месяцев назад, я ваше интервью видел. Вы рассказывали про «Черный двор». Да. Связан ли этот сериал и этот с вашим двором, который «Черный двор»? Да, конечно, да. В чем? Где моменты? Блин, я не знаю, насколько это... Короче, в историю этого сериала, в историю сюжета легла реальная история, которая произошла в «Черном дворе». В основу сюжета легла. Вот. Понимаете, да, о чем я? Основной сюжет на реальной истории, которая произошла в «Черном дворе». Для каких зрителей? Для возраста есть тут? Я вообще советую всем родителям посмотреть его. Здесь очень много воспитательных моментов. Вообще слоган сериала должен был быть такой для родителей, посыл основной. Если ваш ребенок берет с кого-то пример, значит вы для него плохой пример. И мы в сериале показали важность этого, когда дети, подростки начинают брать с кого-то пример, когда родители не уделяют им должного внимания. И этот сериал именно о последствиях того, что если вы не уделяете внимания ребенку, он начинает брать пример из других. И от этого могут быть последствия, потому что дети не всегда берут пример с хороших людей. Да. Так что вот, а все остальное вы посмотрите в сериале. Именно ушул проектти биз деген аябай көп күткөнбүз. Анткени 1,5 жыл сценарий жазганбыз, жарым жыл тартканбыз, дагы жарым жыл күткөнбүз да. Ошентип отуруп командамды чакырдым, жардам берген адамдарды чакырдым, кино, сценарист, автор, режиссерлорду чакырдым. Биздин индустрия өссүн депчи. Карабачы кандай кылсак болот? И давайте мындан ары дагы өскөн проекттер жасайлы депчи. Биздин угушубуз боюнча бул сериалды Казакстан жана Кыргызстан экөө тартыптыр. Кимдин оюна биринчи келди? Кел чогуу тартабыз деген. Да, биз деген казактар менен көптөн бери эле иштеп жүрөбүз да. Уже 3 жылдан бери чогуу проекттер жасап жүрөбүз. Аякта Салем Social Media деген продюсерский компания бар. Анан бул проект Расянын окуясы да. Негизи жашоосунда болгон, башынан өткөн окуя. Анан ошонун баарын биз жүрөккө тутуп элге көрсөтөлү дедик. Анткени криминальная романтика деп коет го. Бригада чыккан кезинде криминальная романтика аябай күчтүү болуп кеткен. Элдин баары эле ошондой, мен да бригада болом дегендер. Осмосмен Саша Белый. Вот, а бул деген туура эмес да. Бул деген туура эмес. Канча адамдын жашоосу өлдү ошондон кийинчи. И бул сериал ошол жөнүндө. Негизи сериалда кинодо прокатка берип акча тапса болот. Сериалда кантип өзүнүн каражатын жапканга мүмкүнчүлүк болот. Сериалда кинотеатрга чыкпайт да, прокатка чыкпайт. Кантип жабат? Ооба, муну деген эми ар кандай форматтар бар. Бирок азыркы биздин региондо болуп аткан формат бизде мындай чоң платформалар жок да. Өзүн актаган, там контентти сатып ала турган, ошон үчүн тиги продюсерский компанияда анча-мынча бюджет бөлүшөт. Ошол бюджетке там заработать там очень трудно, короче, да. Ошондуктан ал бюджет алып туруп бүт баарын тыгасың. Главное өзүңдүн опытың келиш керек да. Андан кийин кейс чыгарышың керек да. Мынданчы ошондуктан Кудайым буйрса элге жаккан кейс болот. Общий 10 серия, бир жумада бир чыгат.
хронометраж 40-45 минут. В среднем. Честно, это непривычно, но нормально, кайфово. Расскажите о своем опыте до этого, в каких проектах снимались, чем... Я снимался в «Игроке», это снимал Диас Бертис, тот же режиссер, этот же режиссер. До этого я снимался где-то, в детстве снимался в сериале «Том Пак», это было в Казахстане хитовым. Мухали Махатаев, наш известный поэт, я играл его сына, и в рекламах. Но это первый большой проект, супер. Кого Кайф. вы отыгрываете, как я понял? Масяня, да? А, нет. Муха. Муха. Муха здесь. Какого он человек, этот Муха? Муха боевой, очень серьезный. И ну он похож на меня. Салам алейкум, как настроение? Все отлично, все супер, Поздравляю. дождались. Кого вы отыгрываете в этом сериале? Я играю в «Черном дворе» Дамира, один из пацанов. Мы все классная братва. Мы дождались наконец этого дня. Какие вообще трудности были? Очень много было трудностей, но мы их побороли, и мы сейчас здесь. И супер настроение у всех, я думаю. Все долго ждали. Как вы думаете, люди как воспримут этот сериал? Сериал, могу проспойлерить немножко, он очень тяжелый, поэтому он очень тяжело будет восприниматься. Но после того, как вы посмотрите историю, вы поймете, насколько он глубокий и осмысленный сериал. Обязательно просмотру «Черный двор». Классное настроение, да, прекрасно все. Кого вы отыгрывали в этом сериале? Я играл Баба. Я играл. Меня зовут Айбар. Какой он человек по натуре, этот ваш персонаж? Ну, он центр внимания. Да, центр внимания. Очень привлекательный, очень шустрый. Шустрый пацанчик такой. Вжиться в роль было трудно или же это похожий персонаж для вас? Не, кстати, не похож очень. Да, не похож. Я интроверт, он экстраверт больше. Ну, в начале фильма. А потом у него происходит... Он меняется, короче. Из экстраверта в интроверта, короче. Сколько опыта в этом сериале вы набрали, по-вашему? Очень много. Очень много благодаря режиссеру. Благодаря людям, которые здесь находятся, Данияр Байке, Асхат Байке, Рася Байке, Бахтияр Байке, Диас Байке. Благодаря им я набрал хороший опыт. Сегодня, наконец-то, премьера нашего обсуждаемого сериала в СНГ, можно сказать, «Черный двор». Это наше детище, мы долго над ним работали, и, наконец-то, сегодняшний день настал. Я специально прилетел из Москвы, чтобы посмотреть предпоказ. Я очень ждал этого момента, потому что мы столько всего проделали вместе с нашей командой, и, наконец-то, сегодня... Эта легендарная вещь выйдет на свет. Ну, для меня лично она легендарная. Насколько было похоже с сериалом «Бригада», по-вашему? «Бригада», были отсылки к «Бригаде», но это совсем не «Бригада». Это нечто другое. Есть свое какое-то авторские идеи. То есть это вообще не похоже, это совсем другое. Это больше артхаус, и мне нравятся такие жанры, поэтому это совсем, другое кино. Вы сами из Казахстана? Вы откуда? Да, все верно. Я родился в Алмате, сейчас живу в Астане. Как вообще вам Бишкек? Как тут работали вообще? В Бишкеке очень классно, очень тепло встретили. Я просто рад, что с нашими братьями кыргызами мы работали. Нужно объединяться, чтобы делать стоящие вещи. Поэтому, ребята, я вам скажу многим продакшенам, объединяйтесь. Поэтому, если вы будете объединяться, у вас будет точно пушка. Мен бұл жерде баягы эле сотрудник болдум. Мунусунда опер эмес, бирок кайрадан. Бирок мунусунда опер уполномоченный эмес, тергөөчү болуп ойнодум. Особо тяжкий преступленияларды раскрывать эткен ошол. Бул башкача, өзгөчөрөөкпү башка карманыңыз же ошондой эле? Жок, бул башкача. Бул башкача болду деп ойлойм. Анткени бул эл аралык проект болгондуктан, бул жердин деңгээли да башкача болду. Ошондуктан окшош эмес деп ойлойм. Режиссер казакстандык жаран экен, Казакстандын. Диас мырза. Айырмасы бар бекен биздин режиссерлордон? Ар бир адам өзүнчө бир дүйнөдө албетте айырмасы бар. Абдан кызыктуу болду иштегенге. Өзү да айтып калат, мынчалык оор съемка болгон эмес деп. Группа үчүн, өзү үчүн бир чоң сыноо болду, бирок ошо сыноону татыктуу өтүштү окшойт баары.
ошо иштешкен майбабаныштан. Угушуус боюнча бригада сериалын окшошуп кетет дешти да, бирок чын элеби сиздин оюңузча? Эми баягы бул мода болуп кеткен да ошол жылдары 2000-жылдары бригада сериалы чыгып аябай мейнстрим болуп тренд болуп атканда ошо балдар ошолорду туурайбыз деп жаман ишке кабыл калышат да, ооба бир окшоштуктар бар. Ал ошол туурашкан да ошол сериалды, ошондон да. Прекрасное настроение, премьера в Бишкеке, мы ждали полгода выхода этого проекта, поэтому мы все счастливы, потому что была проделана огромная работа всей команды, актеров, съемочной команды. Ну, короче, в этот проект вложена вся душа, все силы, все здоровье, поэтому я надеюсь... Ну, мы счастливы, мы счастливы. Главное, счастливы. Да. Я слышал то, что этот сериал тоже сегодня показывают в Казахстане, да? Нет, премьера будет завтра официально в Алмате. То есть вот с командой 1-1 студию, с актерами, мы все вот завтра выезжаем. 25 мая, да, будет премьера и там же показ. По поводу каст актеров, вы сами подбирали актеров или же это ваши знакомые или что-то? Я слышал, что вы вместе работали, да, в Казахстане? Не, на самом деле я могу чуть больше рассказать, если есть время, скажем, интервьюшное. Вообще история каста, она полна магии, потому что вот все 5 основных персонажей, да, 5 наших мальчиков, их история попадания на проект очень невероятно красивая. Вот, допустим, первый основной персонаж Муха, Рауан Ахмедов, он снимался у меня в эпизодической роли в сериале «Игрок». И как-то я случайно вышел со столовой, его увидел и просто интуитивно почувствовал. Мне кажется, я ему сказал, приди на пробы. Он пришел, и все, он ребятам понравился. Потом Баба персонаж, вот второй главный герой наш, Айбар Салы. Я до этого делал другой проект, начинал другой проект, но потом в силу кое-каких обстоятельств я ушел оттуда. И он был там в касте, в базе каста, и я оттуда увидел его и пригласил. Ахжол — это Гарик персонаж. Его я у Рауана спросил, вот, Мухи, есть ребята? Мы, короче, долго не могли найти персонажа Гарика. И вот пришел парень, я его увидел, говорю, ты на Гарика, да? Он говорит, да, окей. Мы стояли на курилке со Схатом. И он стоял просто, я объяснял другому актеру про вот персонажа Гарика, и он просто стоял, курил в сторонке. Я вот не знаю, это магия или что, я просто почувствовал. Я думаю, вот он Гарик. Я просто почувствовал без проб. И я потом заходим, Асхату говорю, мне кажется, мы нашли Гарика. Потом пробы, и да, точно попадание. Масяня персонаж, он пробовался на Баба, и мы сразу поняли, что вот это Масяня, да. А Тамерлан, персонаж Дамира, он, короче, на все роли перепробовался, а потом из числа вот выбрали. Поэтому мы все всегда говорим, что это такая магия для нас. Да, вот да. вы работали с казахстанскими актерами и с кыргызскими. Да. Есть отличия для вас? На самом деле нет, отличия как такового огромного нету. Что касается индустрии, работы с актерами, то есть все здесь снимались профессионалы, ну то есть на основные роли родителей, да, и так далее. Это были профессиональные актеры, и вот мне очень сильно понравилось с Альбиной Джей работать. Она просто невероятный талант, я считаю. Потом вот Настя у нас актриса была с русского театра. Атай это мой личный краш. Его харизма, энергия. То есть на самом деле как таковой разницы я не почувствовал. Были пару ребят, которые были не профессиональными актерами, но как-то вот мы словили вот этот некий вайб. Поэтому мне кажется, самое прекрасное в этом сериале — это актеры. И это новые лица именно основных героев, потому что, как правило, что в Казахстане, что в Кыргызстане в основном снимаются одни и те же актеры. И это было новое открытие. Я надеюсь, что вот наших 5 пацанов — это главное открытие года. Смотрите, вначале было то, что мы слышали, то, что работает и Данияр Болотбек, и вы, да? Вы вместе работали или как? Это была такая интересная история. Изначально должен был Болотбеков Данияр снимать, потом вот у него другой проект там, и так далее, потом он заболел. Потом меня позвали, как мне сказали изначально, было 2 режиссера. Потом он снимал в это время в Алмате. Кыргыз снимал в Казахстане, казах приехал в Кыргызстан, да, и я подготовительный период вел. Мы должны были вдвоем, но после первого съемочного дня, как бы,
Данияр, думаю, сделал очень такой решительно волевой поступок. Он отдал мне полностью проект, режиссуру, потому что я понимаю, как для автора, для режиссера, проект, который ты долгое время вынашиваешь, и отдавать это кому-то, это очень сложно. Я как режиссер это понимаю. Но он сделал это, и это было сильное решение, поэтому я уважаю это за такое решение. Вот. А на монтаже мы уже сидели вместе, да. Показ не ради хайпа, не ради пиара. Если взять всех ваших подписчиков вместе взятых, то это будет чуть меньше, чем у Анжелики. И поэтому мы собрали здесь самых близких. Здравствуйте. Дайте сумму небольшой презентации, мы перейдем к просмотру, а потом будем чествовать команду. И вы знаете, вот я прямо сейчас хотел бы спросить, поднимите руки, пожалуйста, вот кто является создателем, созидателем, вот кто относит себя к кинематографии Кыргызской республики, Казахской республики, Казахстана. Где вы? Поднимите руки. Планируем на 2023-2024 годы. Момент, они закидывают боул с провизией на зону. Под эти аплодисменты несмолкаемые. Если вам понравился проект, дайте аплодисменты в Черный двор. Мы выходим! Инфинити, где вы? Эльнуреже. У нас временные ограничения. Скоро нас начнут выгонять все, кто сидят. Спасибо огромное. Спасибо огромное. И на сцене вот они, ребята, создатели, каждый, кто прикоснулся к этому проекту. Спасибо огромное, низкий поклон вам всем. Я видел это. Остальные 8 серий смотрите на YouTube. Я в сторис все расскажу потом. На самом деле, мы недавно с Диасом разговаривали. Он говорит, ну ты отец этой идеи, ты вынашивал 2 года ее. Потом я ему говорю, слушай, ну ладно, я ее вынашивал, родил-то ты. И он говорит, ну да, я мама проекта. И честно скажу, 2 года готовить проект, и благодаря этому проекту я сделал, наверное, один из самых сложных таких творческих моих решений. Я спустя 2 года просто взял и отдал этот проект другому человеку, потому что по соображениям здоровья я не мог продолжить этот проект. Но я вот смотрю на результат и вообще не жалею. Огромное тебе спасибо, Диас. Эти ребята, это... Я думаю, вы должны им хлопать. Когда мы вместе, мы можем делать большие, крутые проекты. Спасибо огромное всем. Дальше больше, ребята! Жақты абдан қызықты екен, реалистичный. Так что көргілі, ертең уже шығат тұрбайбы. Бұйырса. Айтпайлы қойын, ертең көресіңдер бұйырса. Ошо пацанский истории каналында шығат окшойт, Башында баягы бизге кандай десем, баягы биз көндөгөн тил дагы болуп атты да, баягы кичине анча-мынча сөгүнүү, бирок эми баягы турмуштун өзү ушундай да. Балдар болсо баягы бүт бар татнакай кылып эле көргөзө беребиз го, бирок турмуштун өзүн алганда бул негизи ушундай эле болгон окуялар да азыр деле турмушта кездешет да. Эң башкысы биякта деген ошондой туура жолдон мындай кыйшык жолго өтүп кетпеш керек, абайлап жүргүлө деген аябай мындай
нерсем. Ошо сактангыла деген нерсе бар да. Ну, я играл Гарика в этом сериале «Черный двор». Сложность в том, что персонаж похож чуть-чуть на меня, но были такие случаи у меня в жизни похожи, но не убивал кого-то. Там семейные обстоятельства. Было просто морально трудно играть, потому что смены были по 24 часов, и были там, мы устали, не спали, это все было трудно, и физически, и морально было трудно. Но мы не сдались. Вы сами до этого снимались в каких-то проектах или это ваш дебют? Вот самый международный первый дебют это «Черный двор», а до этого я снимался, конечно, в Казахстане. Фильм «Паралимпиец», второстепенная роль, но не главный, а в главных это дебют, там, в главной роли. Как вообще в Бишкеке работалось? В Бишкеке вообще классно. Мне очень нравится Бишкек, потому что люди тут очень гостеприимные, и мне это очень нравится. И самый вот первый плюс, то, что здесь людей мало, у нас в Алмате просто очень много, пробки. А команда очень классная в Бишкеке, очень классная. Не дело, даже дело не в команде, а в человечестве. Я уважал каждого человека в этой команде. Огромное спасибо. Сможем ли еще мы увидеть вас в наших проектах? Это уже зависит от продюсера Бишкека, от режиссера Бишкека. Возможно, увидите Бирса. Ассаламу алейкум всем. Так, на русском могу? Да. Блин, честно, вот от души искренний отзыв у меня просто, я не знаю, я не могу подобрать слова, чтобы описать. Вроде бы просто первые 2 серии, но у меня мурашки, я покрылся мурашками, и я чувствовал, насколько актеры искренне, офигенно сыграли. И вообще, в принципе, вот в целом проект, он такой прям классный. И нужно понимать всем правильный посыл. Пожалуйста, вот это вот у них цель очень классная. Я прям в шоке, потому что я пропустила тот момент, когда сериалы у нас стали такими классными, которые на одном дыхании можно смотреть. Спасибо. Кым келет негизи 1-1 студия бул кинону 2 жылдай топ даярдап тартып азыркы убакта ошо кинотеатрда көрүп жатабыз. Мен ойлойм бул кыргыз киного бир чоң салым, Кыргызстанга, Казакстанга негизи сонун бир проект болду. Эң мага жаккан бул сериалдын мааниси, бул ошо келе жаткан, өсүп жаткан балдарга бир сонун, кандай десем, пример болот. Ошо «Черный двор» барыңарды күтөбүз YouTube каналында, пацанские истории, 1-1 студия, Салем Social, вообще молодцы. Мына достор, көп нерсени айтпайбыз. Ушул сериалды YouTube каналдан жумасына бир жолу чыгып турат. Барыңыздарды YouTube'ка кирип, ушул сериалды көрсөңүздөр, бул негизинен эле мыкты сериал. Мындай сериалды силер такыр көргөн эмессиңер. Я вам обещаю, орусча айтканда. Ошон үчүн барыңыздар YouTube'ка барып көргүлө.